Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю для рыб с 11 по 17 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет. Очень хорошие у нас тут карты выпадают рыбкам. Итак, основная карта старшего аркана – колесо фортуны. Карта, которая говорит о том, что для вас начинает все улучшаться, да, то есть начинается для вас полоса везения. Причем пришло время для этого, и, может быть, даже если раньше вы старались, может быть, так хорошо все не получалось, как вот на этой неделе. Карта говорит о том, что может повести в каких-то поездках, либо в продвижении своих дел, либо в обучении. Особенно вот здесь вот карта, связанная с деньгами, карта, связанная с каким-то успехом, может быть, даже личным счастьем, да. В общем, карта, которая нам обещает такую светлую полосу. Кстати, очень часто по этой карте идет решение, положительное решение юридических вопросов, выигрыши в судах. Это может быть решение вопроса с путешествиями. Это может быть покупка каких-то крупных вещей. Может быть сдача экзаменов очень успешная, да, получение диплома, защита диплома. Так, что еще здесь может быть? Реклама, когда мы даем рекламу, и она дает очень хороший результат. Также карта говорит о том, что, может быть, стоит начать учить иностранные языки, возможно, они вам в ближайшее время пригодятся. Так. Что еще? Может быть, выигрыши какие-то, да, вот даже если вы на это не рассчитывали, вернее, если вы не рассчитывали на какие-то выигрыши, то получите. Если же ждали, рассчитывали, то нет. Теперь следующее, так, чего касается у нас это, больше это у нас связано с общением с другими людьми, с семьей, с обучением, да. Теперь следующее событие для рыб – это рыцарь Пентаклей. Вы сможете как-то показать себя с самой лучшей стороны. Вы сможете заработать, да, то есть, может быть, сами удивитесь даже, сколько вам удастся заработать. Причем, возможно, здесь и повышение какое-то по службе. Может быть, поездки какие-то для того, чтобы заработать. Может быть, приобретение транспорта. Скорее всего, вы здесь будете больше всего заняты такими земными вещами, когда нужно обеспечить себя всем необходимым, свою семью и так далее. Ну, в общем, карта, когда вы стараетесь показать себя вот с лучшей стороны именно вот в плане зарабатывания денег или в плане того, как произвести впечатление вот чисто внешне. Так, что у нас тут еще? Так. Да, возможно, здесь все-таки это с деньгами больше всего связано. Так, теперь следующее событие. Опять же, рыцарь, но мечей теперь. Рыцари у нас это масть, которая показывает продвижение, очень какие-то хорошие, яркие достижения, повышение по службе. Тем более рыцарь мечей, он у нас очень такой целеустремленный. Это человек, который знает, чего хочет. И вот когда вы почувствуете какую-то свободу в продвижении к своей цели. Очень много энергии, очень много желания вот добиться своего, осуществить вот то, что давно задумали. Также карта говорит о том, что вы можете привлечь к себе новых людей, новое окружение. Вы можете получить какие-то навыки очень быстро, профессиональные. Вы можете куда-то поехать. Вы можете решить вопрос с вот какими-то... Знаете, вот такое ощущение, что вам здесь предлагают либо новую работу, либо повышение по службе, и вам нужно быстро принимать решения. Также карта может говорить о решении каких-то, может быть, мелких дел. Очень много дел, и вам нужно все успеть.
Следующие события у нас связаны с пажом мечей. Здесь карта говорит о том, что может быть очень много неверных действий, ошибок из-за того, что мы торопимся и не знаем точно, чего хотим. Вот если у нас рыцарь мечей, он уже точно знает, он уже имеет какой-то опыт, да, то вот паж мечей – это еще человек как ребенок, который еще не способен, допустим, позаботиться о себе в полной мере, осуществить какие-то свои там идеи, планы, мечты и так далее. Это человек, который просто еще в процессе, да, учится. То есть вы на этой неделе будете одновременно и таким учеником, который ошибается, и человеком, который добивается своих целей, и будете зарабатывать хорошо, и вообще вот вам судьба поворачивается к вам лицом, да, и светлая полоса в вашей жизни начинается. Но вот посмотрите, карты говорят о том, что вы должны обязательно знать, куда идти, то есть у вас должна быть цель и план, и вы должны очень много работать, доводить все до конца, до результата. И тогда вот удача будет на вашей стороне. Посмотрим теперь отношения. Для тех, кто в поиске партнера, карта говорит о том, что вы можете встретить человека очень оптимистичного, успешного, который, знаете, вот в таком состоянии находится, сам счастлив и всех заражает вот этим счастьем, да, человек очень, может быть, известный или харизматичный, хорошие очень такие перспективы на эту неделю у рыб. Теперь для тех, кто в паре, карта говорит о том, что у вас, может быть, какие-то перемены будут в отношениях. Давайте посмотрим, чего они касаются. Ну, скорее всего, у вас были просто сложные отношения. И, знаете, может быть, даже какое-то такое очень трудное решение вам приходилось принимать. В общем, такой, знаете, был бы как бы тупик. Вы никак не могли или договориться, или никак не могли решить какой-то вопрос, никак не могли как бы объяснить своему партнеру, что вам от него нужно, или он вас не хотел слушать, да, то есть, ну, какие-то сложные ситуации, может быть, они касались там и денег, и работы, в общем, того, что действительно очень важно. И вот на этой неделе все разрешается. Очень быстро все меняется, это может быть с помощью новых людей каких-то или новых событий, но в любом случае у вас здесь все меняется, решается, и причем успешно. Улучшение идет ситуации. Знаете, как будто бы судьба вмешивается в вашу жизнь. Так, для тех, кто в ссоре. Карта говорит о том, что не время пока что мириться. Скорее всего, вы оба ошибаетесь на счет друг друга, потому что вот карта говорит о том, что такое ощущение, что вы не понимаете. Знаете, как помутнение рассудка, да? Это может быть ревность, это может быть просто неверное толкование там поступков другого человека. Вот нужно успокоиться, может быть, во второй половине недели и помириться уже. Для работы. Те, кто в поиске работы, карта говорит о том, что вам может помочь человек, который либо властью обладает, либо бизнесом владеет, либо человек там, допустим, чиновник какой-то. В общем, если у вас есть такие связи, обращайтесь. Если нет, то значит прямо наобум нужно обращаться напрямую к людям, которые принимают решения. Так, для тех, кто работает, восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что здесь в основном идет работа через сеть или идет общение с большим количеством людей. Это может быть либо новые какие-то связи, да, может быть, вы постоянно обновляете свою базу контактов. Или, может быть, здесь какое-то собрание будет у вас на работе. В общем, знаете, как будто какая-то группа людей, да, и вот важная информация. Давайте посмотрим, чего это касается. Это касается в основном доходов ваших, то есть именно о деньгах будете говорить. Если ваша работа связана с торговлей, с коммерцией, то вот как раз, может быть, по-новому как-то будут распределяться проценты там от сделок и так далее. Теперь посмотрим, что будет у тех, кто своим делом занимается, свое дело развивает. Валет
бубновый говорит о том, что пришло время для каких-то радикальных решений. Может быть, вы давно к этому готовились. Может быть, это будет из-за какого-то происшествия. Знаете, вот просто вы встанете перед выбором, и все, и нужно уже что-то делать, нельзя дальше откладывать. Может быть, кто-то вмешается в ваши дела. То есть, ну, давайте посмотрим, немножечко уточним. Да, вот скорее всего, знаете как, тут может быть даже предательство какое-то от человека, который рядом с вами, которого вы давно знаете. Знаете, может быть даже какое-то мошенничество, да, может быть, чего это касается. Ну да, вот это вот от людей, которым вы доверяли. Вот будьте очень осторожны. Не доверяйте информацию важную тем людям, которые даже проверены. Вот возьмите на себя всю сейчас ответственность за все дела. Самая важная информация должна быть только у вас. Пока что так. Пока что ситуация таким образом складывается. Для тех, кто на зарплате, шестерка пиковая. Карта говорит о том, что, скорее всего, либо будут выплаты от государства, да, может быть, от администрации местной какие-то выплаты, там, пенсии и так далее, может быть, какие-то решения будут приниматься вот в государстве по поводу выплат, также, может быть, по судам какие-то выплаты. Ну и также здесь зарплата, которую определяет ваш работодатель. Может быть, здесь какие-то ограничения возникнут. А для тех, у кого свое дело, восьмерка червовая. Карта говорит о том, что у вас в деньгах почему-то слишком много чувств. То есть там же не должно быть у нас эмоций, да. Карты говорят о том, что вы, может быть, тратить будете деньги на подарки своему любимому человеку, или там на семью будете тратить, может быть, таким образом, или, может быть, на искусство, на творчество будут деньги уходить. Но также карта может говорить о том, что нужно быть очень внимательными, чего-то вы не знаете в своих деньгах. Опять же, вот карта повторяет, говорит о том, что нужно быть осторожней, доверять своей интуиции, не слушать даже тех, кому вы привыкли доверять. И еще это карта репутации, да, вот если вы, допустим, сейчас упустите какой-то момент очень важный, может пострадать ваша репутация именно в финансах, то есть будьте осторожны, все проверяйте. Теперь посмотрим совет. Семерка трефовая. Ну, во-первых, карта нас призывает как-то по-новому наладить наши производственные какие-то процессы, да, если, допустим, у вас свое дело, значит, там все нужно перестраивать, может быть, в коллективе какие-то перемены должны быть. Если вы как бы наемный сотрудник, значит, скорее всего, нужно приспосабливаться к каким-то новым обстоятельствам. Вот если у нас сейчас сложные времена, какие-то потери, да, то вот нужно настроиться на как-то больший труд, да, больше вкладывать в работу, работать в команде, учиться и стараться не раздражаться, стараться не отчаиваться, а вот просто настроиться на преодоление, да, на то, что стоит поработать, стоит какие-то вот наши желания, но, может быть, отложить на некоторое время. Друзья, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!